Наше отделение открылось в 1999 году. Изначально было на 6 коек, с этого года мы работаем на 12 коек уже. Оказываем помощь новорожденным детям, самым маленьким, начиная от 500 грамм, и детям с различной патологией, в том числе с хирургической. Поступают дети из районов республики. Вот. В этом году уже к нам в отделение поступило около 300 новорожденных, было пролечено. Вот. Сейчас в этом году хорошо отлажена маршрутизация беременных женщин, угрожаемых по различным состояниям, и поэтому в основном все недоношенные детки рождаются именно в нашем центре и выхаживаются в нашем отделении. По республике ваш центр – это самый оснащенный центр, высокотехнологичный. Да, мы являемся учреждением 3-го уровня, вот, то есть оказываем максимально возможную медицинскую помощь новорожденным. То есть районы должны сразу вам отправлять их, да, детей? Вообще в идеале должны отправлять женщину беременную. Женщины? То есть, да, если у женщины проблемы со здоровьем, есть риск рождения ребенка либо с какой-то патологией, либо недоношенного, женщину должны переводить сюда. Ну, в принципе, в этом году в основном так это все и происходит. А здесь уже мы оказываем. И какие плоды вот новой стратегии, то что вот маршрутизация сразу к вам привозит, какие плоды принесли? Ну, в этом году значительно снизилась летальность по республике. То есть в районах сейчас дети погибают редко, в основном там все благополучно. Все тяжелые женщины, тяжелые дети поступают в город и здесь получают помощь необходимую. В этом году по республике, могу сказать, цифру, что это 6,1, это младенческая смертность, да? Смертность, да. А в прошлом году как было или позапрошлом году больше было, да? Тогда были выше цифры. А в сравнении с другими регионами нас отстает ли как-то лучше? Может Мы быть? находимся, можно сказать, на среднем уровне. То есть у нас далеко не самые плохие цифры. Но и в то же время есть еще к чему стремиться для улучшения своих показателей. И, пожалуйста, про свой коллектив расскажите. Ну, в данный момент у нас коллектив, значит, врачебный, очень молодой. У нас средний возраст наших докторов где-то 30 лет. Вот, к нам в этом году пришли 2 доктора молодых, которые сейчас работают уже активно, и продолжают свое обучение. Сестринский персонал у нас тоже все в основном молодые девочки после колледжа. Все стараются, работают. В основном всем нравится своя работа, потому что люди, которые не любят детей, которым это не нравится, они здесь не могут работать. Поэтому персонал в основном все увлечены своей работой. Вы выбрали именно эту профессию? Окончил педиатрический факультет в 2009 году. После интернатуры пришел в это отделение. Мне тогда показалось, что это самая благодарная категория пациентов, потому что все реаниматологи знают, что наши пациенты это самые благодарные, потому что ты видишь результат своей работы. Во-первых, у нас неонатология очень такая молодая профессия, она более высокотехнологична, потому что используются аппараты респираторной терапии, ИВЛ продленная, неинвазивная вентиляция, очень высокотехнологичная аппаратура. И за этим все равно наука не стоит на месте, развитие все равно идет. Во время прохождения интернатуры я побывал на основных базах здесь, во всех реанимационных отделениях нашего города. И, конечно, больше по душе мне именно работать с новорожденными детьми. Потому что ты находишься рядом с ними с самого рождения, оказываешь помощь, и ты видишь этот результат. Самое именно, конечно, благодарное — это
видеть реакцию родителей, видеть то, что дети идут на поправку. Ваш план на будущее? Наши планы на будущее – работать дальше по профессии, совершенствоваться. А совершенствование у вас сколько раз в году проходит? Проходит? Ну, именно по специализации, да, каждые 5 лет мы сертификационные, да, обучения проходим. Ну и на категории сдаем, конечно. И тематические совершенствования тоже бывают по определенным. Ну, врач должен постоянно совершенствоваться. Конечно. То есть проходил одно время обучение в Томске, в симуляционном центре. Приезжал в Калугу, да? Хорошо. И на вопрос о быте. Как вам заработная плата, может, жилье? Нормально все? С жильем, да, у нас, у меня проблем нет, потому что я живу здесь с рождения. Ну, зарплата, конечно, как все медики. Все знают. На жизнь не хватает? На жизнь хватает. Хорошо. И что вы пожелаете будущим врачам, молодым специалистам? Хотел бы пожелать найти именно свое призвание, найти ту профессию, которой ляжет душа, и быть верным своей профессии и верным своим пациентам, конечно. Ваши планы на будущее? Наши планы на будущее, хотелось бы только улучшать наши показатели, чтобы все детки были здоровы, чтобы каждая мама, даже несмотря на то, что ее ребенок в тяжелом состоянии, выписалась со здоровым малышом давно. А то, что новая стратегия маршрутизации, то, что все тяжелые больные сконцентрируются здесь, в городе, да? Вам площадей хватает? Наше отделение было расширено, мы сейчас имеем палаты на 2 этажах, скажем так. И сейчас, в принципе, да, относительно достаточно места, но мы все равно ждем открытия нового перинатального центра, потому что надеемся, что он окажет помощь нам, мы будем разделять нашу работу, то есть все будем работать над одним делом, и это будет и нам в помощь. И, пожалуйста, как профессионал, посоветуйте будущим матерям, кто сейчас беременный, да, районным, да, матерям, как быть, если, например, беременность протекает не так, как надо? Вообще хотелось бы сказать, что все женщины, начиная с девочек, когда они еще маленькие, они должны заботиться о своем здоровье, думать о том, что впереди им предстоит быть мамами в будущем. Очень трепетно к себе относиться, и если женщина беременна, она обязательно должна посещать врачей и обращать внимание на свое состояние. Потому что иногда женщины даже не видят, что они становятся очень отечные, то есть уже проблемы просто до такого состояния развиваются, что сложно помочь этой женщине. Ну и прежде всего это посещение женских консультаций и выполнение рекомендаций врачей. Это самое главное, потому что врач всегда заметит, всегда направит. Dreaming like a fool that I could steal your heart away. I could steal your heart away.